1923 году в селе Видинга на чердаке дома местного священника, этнографа и историка Алексей Сидоров нашел старые тетради. А в них стихотворения на коми-языке, датированные середины XIX века. Эти стихотворения заинтересовали ученого. Еще бы, ведь до сих пор считалось, что никакой поэзии, никакой литературы у коми-зырян в XIX веке не существовало. А тут уникальные стихотворения. Эти рукописи как раз стали основой коми-литературы. Начало пути нашей литературы было долгим и в прямом, и переносном смысле. Эти рукописи в коми пришли из далекой Средней Азии и уже несколько лет передавались из рук в руки как семейная реликвия. Они были подписаны фамилией Гугов с инициалами А.И. Гуг в переводе с коми означает «изнанка», «обратная сторона». Таким псевдонимом подписывал свои произведения первый коми-поэт Иван Алексеевич Куратов. В 1839 году, 6 июля, в погосте Кибра в семье местного диакона Алексея Петровича Куратова и его жены Екатерины Ивановны родился 9-й ребенок, сын. Крестили мальчика в местной церкви и нарекли Иваном. Могли ли родители подумать, что их младшему сыну Ване уготовано особое место в истории, а родная деревушка будет носить их фамилию? Да вряд ли. Род Куратовых был из священнослужителей. По законам XIX века дети духовенства не могли выбрать для себя иного занятия, кроме как стать церковнослужителями. Отец Ивана Куратова, Алексей Петрович, место пономаря в Киберской церкви тоже унаследовал от своего родителя, а позже был произведен в диаконы. В селе Кибра было 18 деревень, многие названия из которых до сих пор сохранились. Например, отдаленная деревенька, она называется Сорма. Считается, что тут был погост, поэтому я думаю, если тут церковь была, значит, это был центр села. Так как Алексей Петрович Куратов, отец Куратова, был церковнослужителем, церковнослужители должны жить возле храма, возле церкви. И предположили, что где-то именно здесь, на этом месте, скорее всего, и располагался дом Ивана Алексеевича Куратова. Жизнь священнослужителя деревенской церкви мало чем отличалась от крестьянской. Кроме службы в церкви, многодетный отец Алексей Петрович держал коров, лошадь, овец. Сам пахал и сеял. Ходил на охоту и рыбалку. Кормилась семья диакона от труда земледельца и жила в обычной крестьянской избе. Такая жизнь была уготована и его детям. Старший сын Василий был уже священником Визинской церкви. Старшая дочь Антонина замужем за пономарем Межадаре. Отец семейства умер рано. Маленькому Ване было тогда всего 6 лет. На место почившего диакона заступает его зять Константин из Межадарской церкви. На его содержание переходит и 45-летняя вдова Екатерина Ивановна с детьми. И если глава семейства в свое время грамоте обучался дома, то его детям уже пришлось покинуть дом для получения образования. В начале XIX века Министерство народного просвещения провело реформу, и в результате во всех епархиях были открыты приходские училища. Святейший Синод же издал указ, согласно которому дети духовного сословия в обязательном порядке должны были учиться в духовных училищах. В 1822 году в Усть-Сысольске открыли первое учебное заведение. Это было церковно-приходское училище. Оно располагалось на первом этаже колокольни Троицкого собора. Сам же собор стоял у реки Сысола, на месте нынешнего Кировского парка. Церковно-приходское училище было начальной ступенью духовного образования. И учились в нем дети духовенства. Сюда же в 1847 году поступил Иван Алексеевич Куратов и проучился здесь 2 года. Учили в Усть-Сысольском училище арифметике, чистописанию, катехизису и церковному пению.
Обучение шло на непонятном для большинства коми детей русском языке. Ученики нередко убегали из училища домой. Приходское училище – это самая низшая ступень духовного образования. Дальше – духовное училище. Старшие братья уже окончили его в Яринске. Настала очередь и 10-летнего Ивана. В Яринск Иван Алексеевич Куратов приехал в 1850 году. Конечно, поэт в своих воспоминаниях не писал об этом, но можно предположить, что приехал в Яринск он именно по реке. Ведь тогда река была чуть ли не единственным путем сообщения между населенными пунктами. Сначала на лодке он добирался по Вычегде, а потом, возможно, по Кижмале. Эта небольшая река как раз протекает возле Яринска. Сегодня расстояние от Сыктывкара до Яринска по трассе всего 160 километров. Это каких-то 2 часа пути. А в 19 веке дорога была значительно дольше. Сегодня Яринск – это село, райцентр, а в XIX веке Яринск был в статусе города, административного центра Яринского уезда, куда входили и земли по Вычегде, включая волости с коми-населением. А еще, начиная с XIX века, Яринск становится культурным и образовательным центром. В 805 году здесь открывают одноклассное училище, это было светским учебным заведением, а в 822 году – духовное училище, где учились дети духовенства. И не только из Яринского уезда, но и из Сольвычегодского и Усть-Сысольского. Правда, набор был почти принудительным. Никто не хотел так далеко отправлять своих детей. Позже духовное училище из Яринска переведут в Усть-Сысольск. Зырянским детишкам станет куда легче. Первое училище было в арендованном доме, и только спустя 30 лет было уже куплено отдельно стоящее здание, ну а потом уже стали в конце 19 века строить. И с духовным образованием, и со светским были сложности, потому что учеников не могли найти в течение сентября-октября месяца, в связи с тем, что они были заняты на сельхозработах. Дома нужно было помогать, выполнять работу, поэтому появлялись в октябре, в ноябре, тем самым не успевая освоить курс в полном объеме. Жили очень бедно. В XIX веке жители обращались к губернатору Вологодскому для того, чтобы здесь открыть ремесленное училище, так как ремесло в упадке, но губернатор это оставил без внимания, и так училище не было открыто. Многие жители уходили на промыслы. Кто в город, кто в Сибирь, потому что Яринск он был таким небогатым городом. Вот река здесь во время разлива Кижмала. Кижмала – это на фотографии начала 20 века. Но еще раньше, когда разливалась Кижмала, Яринга и Вычегда, здесь было просто огромное это море. Население всего около 1000 человек, 3 главные улицы. В середине 19 века Яринск уже начинает терять свои позиции торгового центра, города-посредника на торговом пути в Сибирь. Одно из красивейших зданий Яринска, Спасо-Преображенский собор, был построен в середине 18 века. Первый кирпичный храм Яринска сохранился и поныне, правда, уже в виде музея. В строительных лесах храм уже где-то 30 лет. Реставрационные работы начинали делать еще в 80-х годах, но из-за нехватки денег эти работы пришлось отложить до лучших времен. Но именно благодаря этим строительным лесам холодная часть храма сохранилась в первозданном виде, ведь здесь больше ничего не делали. И можно предположить, что Иван Алексеевич Куратов именно эти иконы видел своими глазами, когда приходил сюда со своими одноклассниками молиться. В этой части собора стояли знатные люди, учителя, чиновники, купцы и также учащиеся школ. А там уже молились простые верующие, крестьяне, рабочие, жители города. Собор-то был большим, это был главный собор Яринска, и поэтому учащихся гимназий обязательно сюда приводили на богослужение. Священники, которые преподавали вот как раз в учебных заведениях,
они были служителями вот этого храма. Кроме церковных предметов, здесь углубленно изучали старославянский, русский, греческий и латынь. А в 1953 году в училище вели курс коми-языка. Иван Куратов успел еще его застать. И это не могло не повлиять на мировоззрение ученика. На родном коми-языке можно было не только общаться, но и писать и читать. В училище же Иван Куратов знакомится с древнекоми азбукой Анбур. Именно на Анбуре он зашифрует свои первые юношеские стихи. Правда, они до нас не дошли, как и не сохранилось здание училища. Сегодня на самом старом деревянном доме Яринска, бывшей женской прогимназии, висит мемориальная доска с именем Ивана Куратова, как напоминание о том, что когда-то здесь учился основоположник коми-литературы. Спустя 20 лет после окончания Яринского духовного училища в 1875 году Иван Куратов напишет стихотворение, где будет вспоминать о нелегких годах жизни и учебы в Яринске. Март, но зима, и на улице сильно метет. Хочется есть мне, наверное, вот уже год. Добрые люди, что мне предоставить смогли, кров, чтоб латынь изучал, от родных я вдали, тоже голодные. Младший их сын, Киликсей, сопли глотает привычно, как будто кисель, и остается молиться о самом простом. Боже, ты милостив, с голоду мы не умрем. Положение учащихся и на самом деле было незавидным. Здание училища ветхое, холодное, ученики одеты плохо. Многие летом ходили босиком. В более выгодном положении были сироты. Им полагалось пособие 12 рублей в год. В их числе был и Ваня Куратов. Система духовного образования в Российской империи сформировалась довольно четко. Выпускники училищ Вологодской губернии съезжались в семинарию в Вологде. Туда же после 4 лет учебы в Яринске отправился и Иван Куратов с братом Ванифатием и другом Митрофаном Кокшаровым. В середине XIX века по меркам того времени Вологда была крупным городом. Население около 14 тысяч человек. Это почти в 5 раз больше Усть-Сысольска. Еще Вологда – центр образования. Во второй половине XVIII века здесь открывают народное училище, а еще раньше духовную семинарию. Уже к началу XIX века она стала самым крупным учебным заведением на Европейском севере. Проживание семинаристов подразделялось на 2 вида. Были казенно-коштные ученики и своекоштные. То есть казенно-коштные – это те, которые проживали в общежитиях семинарских. А те, которые могли позволить себе жить на квартирах, ну, как правило, все равно ребята объединялись по 3, по 4, по 5 человек. И были такие дома, уже квартиры, которые постоянно пускали к себе семинаристов. Они жили вне стен семинарии, но, конечно, приходили туда на занятия. Был определенный контроль за поведением, за занятиями семинаристов. Приходили члены инспекции не только в классы, но в семинариях, посещали квартиры воспитанников и смотрели, как и что они делают. Учатся ли они или, наоборот, бездельничают. И, более того, следили даже за нравственностью хозяев. То есть, если хозяева вели себя достаточно вольно или вели разгульную жизнь, то инспекция могла отказать им в праве сдавать квартиру, ну, или комнату, да, вот, семинаристам. В такую квартиру попал и Ваня Куратов в первый год учебы. Ему назначили пособие в 20 рублей. На следующий год он подает прошение принять его на казенный кошт. Его обеспечили общежитием и бесплатной столовой. Семинария же переехала в новое двухэтажное здание. Здесь шла учеба, здесь же жили семинаристы. Со временем здание семинарии достроили. Оно и сегодня украшает город. Правда, в нем располагается университет. В целом семинария давала общее образование с уклоном, понятно, на предметы богословского содержания и филолого-историческое направление. Вот выпускники семинарии, если они попадали на истфак какого-нибудь университета, они всегда были впереди, поскольку оно давало образование среднее, и туда включались общеобразовательные предметы. Там была и математика, и физика. Большое внимание уделялось изучению языков, и древних языков, и языков новых, современных. В конце XIX века было принято, но это было принято везде, в гимназии в том числе, допустим, что французский язык вел природный француз. Это было, в общем-то, так, здорово. Сейчас не каждое учебное заведение, даже иностранных,
факультет иностранных языков могут похвалиться тем, что у них преподают носители языка. А вот в Вологодской духовной семинарии это было, вот, в общем-то, в порядке вещей. Французский язык в то время был преобладающим из языков новых, а древнегреческий и латынь — это было, в общем-то, ну, то, что изначально в семинариях присутствовало. Семинаристы из зырянских волостей плюс ко всему учили еще и коми-язык. Инициатором создания зырянского класса был профессор Павел Саваитов, изучивший коми-язык самостоятельно и составивший грамматику зырянского языка и словарь. Преподавал курс выходец из села Необдина словесник Алексей Попов, составивший свою версию грамматики. Правда, позже Куратов раскритикует грамматику своего учителя, назвав ее карикатурной. Еще один интересный факт. В 858 году император Александр II посетил Вологду. По воспоминаниям учителя Попова, в семинарии с ректором он говорил в том числе и о зырянском языке. В принципе, то образование, которое получали учащиеся вот такого учебного заведения, можно, мне кажется, даже сравнить с нашим современным высшим образованием. Потому что уже тогда, когда Куратов окончил учебу в Вологодской духовной семинарии, он знал уже 6 языков. Сохранилось датированное 56 годом, вторым годом учебы, стихотворение Ивана Куратова. Это перевод на коми украинской песни. За годы учебы в Вологде Куратов перевел много стихотворений русских классиков – Лермонтова, Фета, Кольцова, Пушкина, а также зарубежную поэзию. Но не только переводы интересовали юного поэта. И он пишет о том, что Гуговым он подписывал как раз свои те самые юношеские стихи, которые писались еще в Яринском училище и Вологодской семинарии. Первые из семинарских стихотворений дошли. Это очень известное стихотворение «Коми кыв», например, которое стало и народной песней, знакомо каждому кому-человеку. Некоторые выражения из этого стихотворения просто стали крылатыми. То есть это стихотворение, написанное Иваном Куратовым в 18 лет. Нам сейчас сложно это представить, чтобы наши 18-летние юноши и девушки задумывались о таких вопросах, о судьбе родного языка. Из написанных Куратовым за годы учебы в семинарии стихов до нас дошло 18. Здесь же, в семинарии, Куратов напишет стихотворение «Мортолан» – «Жизнь». В 17 лет он как будто сам предскажет свою судьбу. Выбирая свой путь, он размышляет, кем ему быть – поэтом, священником или офицером. И умозаключает, если он станет офицером, то из него выйдет толк. В 1860 году Куратов в возрасте 20 лет окончил духовную семинарию в первом разряде. Это давало право на поступление в духовную академию. После окончания Вологодской духовной семинарии Иван Куратов приезжает в Москву для поступления в духовную академию с направлением на руках. Однако продолжить духовное образование Куратов передумал и решил попробовать свои силы в университете. Но и этот план провалился. То ли не хватило денег, то ли помешали волнения среди студентов в высших учебных заведениях. Побыв здесь полгода, в марте 1961-го Куратов покидает Белокаменную. В 1960 году уже было разрешение, что студенты, разночинцы, могли получать светское образование. Вот эта вот масса разночинцев, которая туда хлынула, требовала себе прав наравне с аристократами, которые там учились. Причем к числу аристократов они приписывали профессоров, которые там преподавали. И когда Куратов прибыл в Московский университет, там студенты не учились, они пропадали на сходках, где решали такие вопросы, как какого из профессоров подвергнуть остракизму, или нужны ли нам переводные экзамены. Такие вопросы, которые, в общем-то, никакого отношения к учебе не имели. А Куратов, который привык учиться и получать образование, вот в этой ситуации просто он не мог долго быть, долго находиться. Куратов вернулся в Вологду и подал прошение назначить его на должность учителя Усть-Сысольского духовно-приходского училища. До революции улица Орджоникидзе называлась Покровской.
здесь, на Покровской, располагался один из самых больших домов Усть-Сысольска второй половины XIX века. Это был трехэтажный деревянный дом Екатерины Казариновой. Екатерина Казаринова была женщиной одинокой, но в одночасье она стала опекуном детей своей сестры. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, женщина сдавала комнаты. Так, на первом этаже дома располагалась хозяйка и ее племянники Николай, Елена и 14-летняя Сандра. А вот второй и третий этаж женщина сдавала. Так, в 1861 году в ее доме появляется новый постоялец. Это только что прибывший в Усть-Сысольск Иван Алексеевич Куратов. Во второй половине XIX века Усть-Сысольск был небольшим городом с населением около 3000, с деревянными тротуарами и домами. Из каменных строений церкви до несколько домов. После Москвы и Вологды, конечно, захолустье, но по меркам дореволюционного времени обычный уездный город. И один из немногих, где была общественная библиотека. Еще Усть-Сысольск – это единственный город в Российской империи, где 90% населения азеряне, и коми – основной язык общения. Куратов попал в Усть-Сысольск, потому что от этого места вообще отказались все другие. Никто в духовно-приходское училище ехать не хотел из выпускников семинарии. А он был местный азерянин, вот устроился. В Усть-Сысольске было 4 школы. Духовно-приходское училище располагалось в старом доме на Набережной улице, недалеко от нынешнего Кировского парка. Преподавали всего 4 предмета. Закон Божий вел священник. Еще счет, письмо и чтение. Эти предметы как раз достались Ивану Куратову. В 1961 году, когда он возвращается в Усть-Сысольск, он даже в этом году и не писал. Начиная с 1962 года доходят до нас его стихи усть-сысольского периода. Считается, что это был плодотворный период его творчества. Он пишет и о коми-народе, то есть появляются гражданские стихи, тема крестьян, и лирические стихи, посвященные в основном, конечно, своей любимой девушке Александре Ивановне Поповой. И этот период был расцвет его творчества. Александра Попова – лирическая героиня Сандра в его стихах, племянница хозяйки дома, где Куратов снимал комнату. Была ли между ними любовь или это выдуманная история? Сандре на момент приезда Куратова было всего 14. Куратов, если и обратил внимание на свою юную соседку, то, скорее всего, не сразу. По словам современников, Иван Куратов был человеком интересным и пользовался популярностью у слабого пола. Феоктиста Ивановна Забоева говорила, учительница нашего коми-края, которая помнила Ивана Куратова, что человек он был очень симпатичный, русые волосы, выше среднего роста, конечно, наверное, привлекал девушек. В Казани Куратов напишет стихотворение. Он немного юрист, но умеет ценить красоту и превыше всего ставит женщину. Сандра, Анна, Варвара – женские имена будут мелькать в разных его стихах, лирических и юмористических. Отражают эти произведения реальные события жизни или это фантазии автора? Сегодня остается только гадать. Те, кто знал Куратова, говорят, что он был очень веселым человеком на самом деле и острословом. Но это не значит, что все его стихи должны быть такими же веселыми. Как сказал Вознесенский, поэт всегда чувствует гибельность мира. И он очень остро чувствовал эту гибельность. Поэтому стихи, конечно, у него разные. И очень много таких вот стихов о смерти, об осмыслении жизни, судьбы человека. Может быть, из-за этого такое сложилось впечатление, что Куратов был мрачным человеком. И всегда его рисуют серьезно. Круг общения молодого учителя был не широким, но и интересным. В доме Казариновой по соседству с Куратовым проживал русский писатель Флегонт Арсеньев, автор охотничьих рассказов, этнограф. Он всю жизнь писал рассказы об Усть-Сысольске, о зырянской охоте. Такой интересный человек. Был у него друг Павел Кокшаров, который тоже занимался этнографической беллетристикой. Он писал свои очерки, там, публиковал их в разных журналах под псевдонимом Поль де Кок. Это тоже сын Бонифатия Кокшарова, протоиерея.
Известно, что он был знаком с ссыльными. Это были поляки, участники восстания 1863 года. Их там было в это время около десятка. Это были люди разные. Например, был Станислав Краков, первый вообще фотограф Усть-Сысольска, который первый сюда привез фотоаппарат и что-то там снимал. Чего он снимал, мы не знаем. Порфирий Войнаральский, один из немногих русских ссыльных, но очень недолго здесь жил. Да, это интересный собеседник, хорошо образованные, они были знакомы. Некоторые ссыльные жили в одном доме с Куратовым. Местное население к ссыльным полякам относилось добродушно. Это были молодые люди из высшего общества. И зажиточные горожане стремились завести с ними знакомство. Высший свет, благородное общество Усть-Сысольска, оно как бы хотело растащить этих поляков по кусочкам, чтобы они учили их детей тому, чему вот в Усть-Сысольске нельзя научиться, да, благородным манерам, там, танцам, там, языку, там, еще чему-то. Куратов, конечно, с ними вел какие-то отношения и знакомства. Они не были революционерами в том смысле, в котором предполагается. Они хотели свободы Польши, они за это ратовали, а не за то, чтобы там свергнуть самодержавие в России. Этот крест установлен на месте разрушенного Свято-Введенского храма. Именно в этом храме служил старший брат Ивана Куратова Афанасий. В Межадар Иван Алексеевич приезжал часто и не только гостил и отдыхал у брата, но и занимался творчеством. Именно в Межадаре Иван Алексеевич написал свое знаменитое стихотворение «Самсон». В свободное от работы время Куратов часто навещает мать и братьев. Его родные в Межадаре, Визинге, Кебре. В поэзии Ивана Куратова усть-сысольского периода появляются новые темы и жанры. В усть-сысольский период создана прекрасная лирика о народе, так называемый его крестьянский цикл. Тогда и в русской литературе народ еще только становился героем. То есть стихотворения о народе были, но о народе рассказывали. А доверили слово самому народу, то есть писали от имени людей из народа. Поэзия такая, она называется ролевой, появилась только в середине XIX века. И наш Куратов, конечно, был вот на стремнении времени, и он как раз здесь создает эти прекрасные стихотворения о коми-крестьянах. Они очень ценны и очень дороги нам, коми-людям, потому что в этих стихотворениях он дискутировал, в общем-то, отчасти с этнографической литературой. Стихотворения Ивана Куратова не печатались при жизни. Он писал, как бы сегодня сказали, в стол. Но, тем не менее, писал он о народе и для народа. Через отдельные судьбы разных героев он рисует быт и нравы зырян. Парень-бедняк, деревенская девушка, нищий, юноша, старик. Человеческая жизнь с драматическим сюжетом. Начало ее молодость, а итог – старость.